Вы знаете, ну я увидела его, конечно, в Кировском театре впервые. Даже, по-моему, он еще был в школе, я видела его в классе у Александра Ивановича Пушкина. И о нем сразу заговорили, что вот приехал из Уфы такой замечательный мальчик, такой талантливый. И, может быть, я одна из немногих, которая была несколько шокирована, потому что моему вкусу его поведение, его форма не очень отвечала. Я была поклонницей в свое время Сергеева, Чебукиани, с которым мне удалось в жизни танцевать даже на сцене. Это были танцовщики несколько другого плана, хотя Рудик был скорее к Чебукиани, ближе к Чебукиани, чем к Сергееву. Но вот это вот то, к чему я привыкла и была воспитана, к интеллигентности поведения на сцене, я в Рудике не видела. И поначалу мне казалось, что, ну, как это так? Это танцовщик не для Кировского театра будет. Но постепенно, когда я начала за ним наблюдать, ходить на его спектакли, заниматься в классе у Александра Ивановича Пушкина, где занимался он действительно очень привлекал какой-то необузданностью своего характера, необузданностью своего темперамента. Он явно отличался. Более того, в нем, как не очень во многих, то есть для нас класс является это прийти, позаниматься, подготовить тело, подготовить форму. Для него это был своего рода спектакль. Он отдавался этому как человек, который может отдаваться сцене. Вот он каждый раз это был его выход. Если задавалась пара Александром Ивановичем, который его очень любил, и он жил у него одно время, пока не было у него своей площади, он отдавался, было видно, что вот все, что в жизни ему нужно, это сцена.